В отвесной стене скалистого хребта, лежащего в 6 километрах к западу от Персеполиса, высечены крестообразные фасады гробниц. Крест, как образ лучей, исходящих из солнечного диска, широко использовался в символике зороастризма, официальной религии Древней Персии. Даже выбор места для царских захоронений был обусловлен почитанием солнца. Именно здесь светило, медленно пересекая небосвод, дольше всего может вести безмолвный разговор с могильными камнями. Это место служило своеобразной доской почета и для царей Сасанидской династии, оставивших на плоском фасаде горы рельефы с изображением своих подвигов. Наиболее эффектный из них изображает сцену пленения римского императора Валериана сасанидским царем Шапуром в битве при Эдессе в 2060 году. Фигура в римской тоге униженно склонилась перед горделивым всадником в роскошных доспехах. Спустя столетия местные жители стали отождествлять каменного Шапура с богатырем Рустамом, что и обусловило нынешнее название некрополя – Накше-Рустам. Скальные рельефы Тагебастана находятся в 4 милях от Керманшаха, в месте, где сквозь скалу пробиваются родники, обрушивая свои воды в огромный бассейн. Один из самых интересных рельефов, расположенный в огромном гроте, изображает сасанидского короля Хасрова II верхом на его любимом жеребце Шабдизе. Иконе всадник изображены в полной боевой амуниции. Рельефы и рисунки Тагебастана не ограничиваются эрой сасанидов. Здесь есть и рельефы XIX века, изображающие каджарского правителя Фата Али. Древний Язд – один из самых колоритных городов Ирана и признанный духовный центр зороастрийской общины, не может похвастаться мягким климатом. Старый город – это лабиринт из глиняных домов. Ориентироваться там иноземцу достаточно сложно. Лучше всего посмотреть на город с комплекса Амир-Чакмак, церемониального строения, использующегося при ритуалах во время Ашуры, траура по имаму Хусейну. В городе очень много голубей. Раньше разведением голубей занимались в каждом доме, строили для птиц целые многоэтажные общежития. Голубиный помет был прекрасным удобрением для полей, и к тому же голубиное мясо было важным подспорьем к столу. Толстостенные глинобитные дома старого города здесь почти не имеют окон, а их внутренние помещения зачастую находятся глубоко под землей. Доступ воздуха обеспечивают высокие ветряные башни или бадгиры, улавливающие самые легкие воздушные потоки в пору жаркого летнего безветрия. В отличие от современных кондиционеров, бадгиры не делают воздух ледяным, поэтому риск простудиться в таком доме невелик. Одна из красивейших мечетей Ирана расположена в Язде. Это Масджеда Кабир, или Пятничная мечеть. И все же Язд – это в первую очередь город последователей религии Заратустры. Здесь находится и современный зороастрийский храм Атеш-Каде, построенный в 20 веке. Зороастризм – это первая дуалистическая религия, основанная на поклонении Ахуре-Мазде и борьбе с Ангра-Майнью – злым духом. Огонь, хранящийся здесь, был перенесен из древнего храма и горит уже, если верить преданиям, более 1500 лет. Зороастризм обнаруживает множество близких соответствий в ведийской мифологии. Например, общие персонажи – Митра, Апамнапад, Хаома и Сома. Однако между ними наблюдается и существенная разница. Так, два класса божеств Ахуры и Девы у иранцев, соответственно, благие и вредоносные существа. В ведийской мифологии, напротив, асуры считались демонами, а Дева – почитаемыми духами, возглавляемыми Индрой. В Авесте Индра описан как злобный демон.
Язд – центр иранского зороастризма, и в первую очередь об этом напоминают находящиеся недалеко от города огромные башни молчания – древнее зороастрийское кладбище. Зороастрийцы не сжигали своих покойников и не предавали их земле, потому что считали, что это оскверняет огонь, воздух и землю, а оставляли их на вершинах этих башен, на растерзание птицам. Много удивительных построек можно встретить в Иране. В Исфахане обязательно нужно посетить мавзолей святого Абу Абдаллы Гарладани. Удивительна конструкция минаретов этого мавзолея. Когда смотритель начинает раскачивать один из них, второй начинает раскачиваться сам по себе. В южной части площади Нахшед-Джахан находится величественная шахская мечеть, современное название мечеть имама. Ее строительство архитектор Абуль-Казем начал в 1611 году, но совершенно закончены работы были только к 1640 году. На возведение огромной мечети пошло не менее 18 миллионов кирпичей, а на ее украшение – 500 000 мозаичных плиток. Шах Аббас, желая поскорее закончить строительство, велел использовать новый метод поливного декора под названием хафтранг – 7 цветов. Во имя Аллаха, всем здоровья, благодарю Всевышнего и имя Его. Мы приходим сюда на пятничный намаз каждую неделю. Это укрепляет дух нации и сплачивает народ Ирана. Намаз совершается 5 раз в день. Это повседневная обязанность мусульманина, и ему решать, как часто это делать, как подсказывает ему совесть. Но пятничный намаз изначально был задуман как еженедельная объединяющая сила. Так это было много веков назад, так это есть, так будет. Так делал мой отец, мой дед, так делаю я. Так будет всегда. Мечеть имама отличается не только интересной мозаикой, но и потрясающей акустикой. Если прислушаться, можно услышать, как под одним из сводов эхо повторяется 12 раз. Легенда утверждает, что на самом деле оно повторяется 49 раз, только остальные 37 человеческое ухо не способно различить. Молитва окончена, и исфаханцы отправляются по своим обыденным делам. Законы шариата, конечно, наложили отпечаток на жизнь современного Ирана, но все же он остался достаточно светским государством. В частной жизни иранцы следуют вполне европейским вкусам. Горные системы окружают Иран с 3 сторон. Самая высокая горная система – Эльбурс, северной части страны. Ее протяженность с запада на восток – 900 километров. Высшая точка – Демавент. С юга к этим горам примыкает столица Ирана – город Тегеран. Город для туристов, пожалуй, наименее интересный. Только любители горнолыжного спорта найдут здесь развлечения на свой вкус. Шираз – самый романтичный иранский город. В XIII-XIV веках тут жили великие персидские поэты – Саади, Фердауси, Хафиз. В их честь в Ширазе построены мавзолеи, окруженные садами. Люди часто приходят к этим могилам. Тут прогуливаются влюбленные и читают друг другу стихи. Звучат бессмертные газели Хафиза. Не найти от вас защиты, взоры, брови и ланиты. Вы моим очам обнова, вновь и вновь и вновь и снова. Ветер, ты в воздушной ризе, мчась к любимой Ахафизе, ей бросай за словом слово, вновь и вновь
и вновь, и снова. Горькой речью я утешен, да простит тебя Создатель. Ведь в устах у сладкоустой речь не сладкая, услада. Слушай, жизнь моя, советы, ведь для юношей счастливых речи о дороге жизни, вразумление, не досада. Пламя страстных помышлений завлекло меня в бесславие. Где ж на говор злоречивый не спадают покрывала? Вот, Хафиза, откровенье. Если страсти ты предашься, все отринь, иного мира хоть бы не существовало.